Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Мы приветствуем всех зрителей телеканала «Магаз». В эфире программа «Культура». С вами Элиза Барахоева. Смотрите сегодня в выпуске. Я приняла это приглашение с огромным удовольствием, потому что я считаю, что очень важно свою национальную музыку пропагандировать не только у себя в республике, но и за пределами. Музыка, не знающая границ, талант, вызывающий восхищение. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Марина Икажева вернулась с фестиваля «Играй, Фандыр-2026», прошедшего во Владикавказе, где выступление нашей артистки стало одним из самых запоминающихся моментов концерта. «Мой дух, мое сердце, Ингушская башня» – этноспектакль впервые в Ингушетии. Она спасла Щелкунчика от этого невоспитанного мальчишки. Давай я тебя укрою, милая Мари. Вот так. Щелкунчик в новом прочтении в Центре образования Магаса. «Мой дух, мое сердце, Ингушская башня» – этноспектакль впервые в Ингушетии. Проект Центра театра, кино и креативных индустрий оживляет родовые легенды через музыку, живую игру и визуализацию, чтобы прошлое стало ощутимым для молодого зрителя. Камни, становясь будто пух легки, шли наверх послушные неуклонно и поворачивались в руках Янда нужной ему стороной. Так Янд работал. Кипел и пел яростью труда лют, и казалось, что камни под его рукой гордые собой поют. Это не просто спектакль, а масштабный культурный эксперимент. Как сохранить память народа и одновременно сделать ее доступной для современного зрителя. Ответ на сцене «Мой дух, мое сердце, Ингушская башня». История развивается в форме диалога поколений. Седовласый старец рассказывает внуку о былом. Но спектакль уходит дальше классической формы. Здесь к работе привлечен искусственный интеллект. На огромном экране разворачиваются цифровые полотна от возведения родовых башен до мельчайших узоров войлочных ковров. Театр и технология создают единое пространство, где звук, образы и движения сливаются в плотный эмоциональный поток. Музыкальная партитура, написанная специально для постановки, переплетает авторские мелодии с давними горскими напевами. И это не просто аккомпанемент, а голос памяти. Свадебные ритуалы в спектакле показаны не как ряд условностей, а как язык, через который передаются ценности, честь, взаимоуважение, связь поколений. Игра артистов выстроена на основе старинных эталонов. Костюмы шиты по образцам Средневековья. Когда я работала над сценарием, вначале я думала, как бы это сделать так, чтобы вот именно, чтобы как было в старину, как танцевали девушки, как танцевал парень. У нас же парень показывал танец девушки, понимаете, а не так, что парень с парнем танцует, как сейчас, да. И поэтому вот эти нюансы, и когда я работала над этим сценарием, мне хотелось углубиться вглубь веков, 15-16 века, понимаете, 18 века и дальше у нас где-то есть этот материал, все. И я чисто, вы, наверное, заметили, и костюмами, и этими же курхарсами мы ушли дальше вглубь, потому что нам в этом помог Цори,
который раскрыл нам столько нового, столько всего. Те же эти курхарсы тоже вот оттуда во фотографии, все мы знаем. Я ходила по музеям, изучала это все, смотрела, что правильнее, что нет. Очень сильно помог ингушский фольклор Дахкильгова, который написал в свое время гениальную книгу, понимаете. Тот же Муса Яндиев, его же стихи прозвучали сегодня, его рассказы. Те же фольклорный, тот же материал, который собрал Аушев Муса Далгеш Толца. Вот это все вкупе собрала я и от себя вот то, что хочется, знаете, чтобы зритель не забыл. Потому что мы чуть-чуть отошли от тех канонов в силу каких-то событий, может быть, и хотелось напомнить, что у нас было. Автор проекта – Центр театра, кино и креативных индустрий, команда профессионалов во главе с директором Мадиной Дзортовой. Результат – первое в истории региона крупное музыкально-этническое полотно, рожденное на стыке наследия и современности. Это новое направление, это то, что необходимо. И, конечно же, я хочу сказать, что это нужно во всех образовательных учреждениях показывать, потому что этот спектакль окунает нас в наше прошлое и то, чем жили наши предки с вами, и то, чем мы с вами гордимся, нашими башнями, нашей культурой, нашими обычаями и традициями. В финале юный актер произносит слова, которые звучали в сердцах многих в этот вечер. Он понял дух, традиции и корни. Для создателей спектакля это лучшая награда, когда прошлое перестает быть далеким, а становится частью жизни каждого. Музыка, не знающая границ, талант, вызывающий восхищение. Мы рады приветствовать в нашей студии заслуженного работника культуры Республики Ингушетия Марину Икажеву. Она вернулась с фестиваля «Играй, Фандыр-2026», прошедшего во Владикавказе. Выступление нашей артистки стало одним из самых запоминающихся моментов концерта. Мы пригласили Марину к нам в студию, чтобы услышать все из первых уст. Мы рады приветствовать вас. Я приветствую всех зрителей, и тебя, Элис, спасибо за то, что пригласили. Фестиваль «Фандыр» – это мое первое выступление. На первом фестивале, это 7-й фестиваль у них проходит, он не ежегодно у них проходит, тоже по определенным причинам. Первым участником этого фестиваля была мой педагог Рая Ивлоева. К сожалению, ее нет, Далгеш Толцен. И когда Алла Хадикова озвучила мне: ты не могла бы приехать представлять свою республику, свой народ, я приняла это приглашение с огромным удовольствием, потому что я считаю, что очень важно свою национальную музыку пропагандировать не только у себя в республике, но и за пределами, для того, чтобы люди знали, люди понимали о том, что она у нас есть прежде всего. Представляла я свое авторское произведение «Рассвет в горах». Публика была, невероятно отзывчивая, меня очень тепло встретили. Хотелось бы отметить, на мой взгляд, очень хорошую организацию этого фестиваля. У каждого артиста был волонтер, который нас буквально до сцены вел. Было очень такое внимание к нам, к артистам. И что меня приятно удивило, это хореографическое сопровождение каждых номеров. Под мой музыкальный номер был сделан хореографический номер, постановка была сделана «Девичий танец». Это так красиво сочеталось, и мне было очень приятно как музыканту, как артисту за такое отношение к себе.
здорово. Со мной выступал еще от республики Михаил Костоев. Под него тоже была сделана хореографическая постановка «Ингушский танец мужской». Это тоже, на мой взгляд, было сделано очень, очень профессионально. А композицию, которую представили, сами выбирали или это было общее решение? Это мое было решение. Мне сказали что-то ингушское. Ну, поэтому, так как я сама пишу музыку, мне захотелось представить свою композицию «Рассвет в горах». Тем более, что она здесь, в республике, полюбилась в народе, и она пользуется популярностью. Поэтому мы ее вывезли в Осетию, чтобы осетинская публика, да, и не только осетинская публика, слышала нашу музыку в каком-то другом формате. Если у нас, как правило, идут лезгинки, такие темпераментные, да, музыкальные композиции, то в этом случае была лирика. А как встречала публика? Ощущения? Замечательно. Если я перед выступлением немножко нервничала, после того, как я вышла на сцену, все волнения, все тревоги, они как-то улетучились, видя, насколько публика благодарна. Вот когда ты видишь вот эту обратную связь на то, что ты делаешь, конечно, это меня, как музыканта, очень радовало. И ты как-то вот, не знаю, чувствуешь себя комфортно на сцене. Когда есть это единение с залом, есть да, обратная связь. Обратная связь с зрителем была просто замечательная. Марина, а правду говорят, что сколько бы человек ни работал, волнение, оно всегда есть. И когда я спрашивала у артистов, они мне говорят: Элис, вот в тот момент, когда волнение уходит, это значит все, тебе уже на сцене делать нечего. То есть оно должно быть для того, чтобы даже как-то стимулировать артиста на сцене. Я всегда волнуюсь, я всегда нервничаю, но когда ты выходишь на сцену и ты видишь эту обратную связь зрителя, да, когда ты видишь участие в том, что ты делаешь, конечно, оно уже не столько волнение, оно не уходит, но вот это состояние трема, да, тревоги, оно куда-то улетучивается. Живешь в моменте, уже удовольствие получаешь от процесса. Да, удовольствие от того, что ты делаешь на сцене. А есть свои какие-то фишки, секреты, как вот побороть? У многих есть, например, кто-то молитву читает, у кого-то есть какие-то определенные даже приемы, там, гимнастику делают, я замечала многие. Может, у вас тоже? Нет, у меня никаких секретов нет. И вообще, ну, естественно, как верующий человек, ты просишь Всевышнего, чтобы он тебе помог. А так, это все так, все относительно. Когда вроде бы хорошо получается, когда плохо, ну, по-разному. Но допустим, мне ничего не помогает. Пока я не выхожу на сцену, пока я не выступлю, пока я не получу ответную реакцию зрителя, да, вот именно... То есть помогают сами зрители, по факту? Да, прежде всего, да. Глаза, аплодисменты. Вот это то, что делает тебя на самом деле артиста счастливым. Ну, я могу сказать лично про себя, когда ты понимаешь, что то, что ты сделал, имеет отклик, это самая большая благодарность, вот лично от меня, как у артиста. Ну и стимул, наверное. Ну, естественно, да. А самый главный критик в вашей жизни, вот в творческом плане кто? Кому вы прислушиваетесь? Ну, я сама. В первую очередь, да? Прежде всего я сама. И сестра, у меня младшая сестра Фатима, первый, кому я отправляю свой материал, это она. И я знаю, что обязательно ложка дегтя будет. Поэтому я подготавливаюсь и принимаю. Но я адекватную, здоровую критику принимаю спокойно. Я принимаю критику от людей профессиональных, да, вот, кто разбирается в музыке. И, как правило, когда свежий материал, я отправляю людям, которых я уважаю прежде всего, как музыкантов, как творческих людей, которые разбираются в музыке, на мой взгляд. Вот им я отправляю и получаю иногда и критику, когда, наоборот, аплодисменты и комплименты. По-разному. Как часто совпадает? Сестра угадывает, как правило? В основном, да, 99%. Ее замечаний, они бывают адекватные и к месту, скажем так. Если мне зашла песня, если она мне зашла, и я ее чувствую, все, я знаю, что она будет иметь отклик у зрителя, у слушателя. Но меня интуиция никогда не подводит. Я вот в этом смысле, я чувствую.
Мгм. А над чем сейчас работаете? Какие творческие планы? Сейчас активная работа над песней «Галгайо» на слова Илеза Ивлоева. Аранжировку для меня делает Тимур Дзаитов, известный, любимый в республике, не только в республике. Это профессионал с большой буквы, на мой взгляд. И для меня, конечно, важно было, чтобы именно эту песню про ингушскую девушку делал именно Тимур, потому что мне важно было, чтобы эти ингушские акценты, они звучали в этой песне. И именно так это и произошло. Сейчас осталось записать партию гармошки, которую я должна сделать. Готовится песня на слова и музыку известного музыканта, композитора Артура Даштамирова. У меня есть в репертуаре уже его одна песня. Хочу сказать, что «Рассвет в горах», последняя версия, была сделана именно Артуром. И она вот пользуется популярностью, и я смотрю вот в пабликах, ее часто очень используют, эту композицию. Это минусовка, именно инструменталка. Ну вот последняя вещь, которая вышла на площадке цифровые, да, это песня на слова Микаила Саварбековича Гуцериева. Она была записана в Тбилиси. Очень, на мой взгляд, качественный материал получился. Песня переведена Асей Газдивой на ингушский язык «Безом гири». Это лирика. Вот, Название очень красивое. Да, про несчастную любовь, безответную. Песня получилась, мне кажется, очень хорошая, очень такая лиричная, что соответствует, скажем, моему такому состоянию. Я все-таки, как многие отмечают, я лирическая исполнительница, и то, что в моем репертуаре большая часть песен – это лирика, да, грустные песни, ну, это, наверное, все-таки характеризует меня как женщину, как исполнительницу. Ну, это ваша изюминка. Но в то же время лезгинки вам тоже очень идут. Ну, говорят, да, но я без восторга делаю такие вещи, просто это, на мой взгляд, в большей степени коммерческая музыка. Сейчас это коммерческая музыка, если ты хочешь быть востребован на каких-то корпоративах, да, на свадьбах, которые сейчас очень популярно проводят именно в домах торжеств. Я это делаю с неохотой. Просто это необходимость сегодня. Касаемо свадьбы, у меня был последний проект с Центром креативной киноиндустрии у Мадины Дзортовой. Делался этноспектакль, в котором я принимала активное участие как музыкант, как исполнитель, где и прозвучала авторская композиция на слова Микаила Сапралиева «Мехка Суртыш». Были лезгинки, и авторские были, и старинные ингушские звучали. Это вот последний проект, и где хотелось бы отметить, на мой взгляд, вот очень подробно и ярко показали ингушскую свадьбу в прошлом, как они проводились, да, какие обычаи и традиции, именно обычаи, да, традиции, да, были у ингушей. К сожалению, сейчас очень редко именно в том формате, да, проводят ингушскую свадьбу. Очень грустно это. Сегодняшние свадьбы больше, вот мы говорили с тобой, они более европеизированы, да, не всегда невеста одевает ингушский костюм, к сожалению. Допустим, у соседей я знаю, что изначально невеста должна одеть свой национальный костюм, а потом уже по желанию она может одеть какое-то другое платье, там европейское платье, ну, на свое усмотрение лично. Но я считаю, что если проводится ингушская свадьба, невеста должна быть прежде всего в национальном костюме, тем более, что он заслуживает свою любовь и свое внимание. И по красоте, да, да, и по красоте, уникальности. да, и по уникальности. Поэтому я считаю, что родители не должны в этом вопросе уступать своим дочерям.
Марин, а какая роль у вас в спектакле? Я фусымнан. Я встречаю гостей, привожу им девушек, проявляю вот это ингушское Такая веселая, да? Ну, такая, да, гостеприимная, веселая хозяйка. В принципе, то, что мне, как сказать, свойственно, как женщине, как человеку, как ингушке. Поэтому я была, мне кажется, Даже не пришлось играть, да? Да, ну там мне было легко. У меня были замечательные партнеры. Лучшие актеры республики были задействованы в этом спектакле. Лучшие музыканты и артисты. Это известный Алихан Абадиев, это Добриева Макуша, Азамат Ароев. Вот чтобы всех, Рахим Беков, Батырбек, фамилию сейчас не могу вспомнить, Хади Бекова, Роза Икажева, Джанети Цичуева. В общем, актеры, вот это было, конечно, сложно с разных театров, с разных объединений собрать артистов и музыкантов на одной сцене. Это очень тяжело. Режиссером спектакля была очень талантливая, на мой взгляд, и как человек замечательная Рая Дзейтова. Ей было с нами очень сложно, потому что когда мы собирались, вот это какая-то эйфория вообще, вот творческая эйфория, и мы немножко так нарушали дисциплину. Наверное, было много шуток и юмора, да, это в такой здоровой атмосфере делался этот замечательный спектакль. Я надеюсь, что он будет жить долго, и его будут показывать прежде всего подрастающему поколению, которые не видели тех свадеб, которые проводились у ингушей, и это такой, на мой взгляд, национальный проект, который должен жить. Ну и вы будете активно участвовать, да, соответственно? Да. Чтобы я ваши надеюсь, поклонники знали, что я надеюсь, что ни спектакль, обстоятельства, ни здоровье не подведет меня, и у меня будет возможность радовать слушателей, зрителей. Марина, спасибо вам огромное за то, что в плотном графике нашли для нас время, посетили нас. Удачи вам в работе, всего самого доброго. Спасибо и вам за то, что вы не забываете про меня и приглашаете. Да, я то Бог общем на сне. Баркал. «Щелкунчик» в новом прочтении. В Центре образования Магаса ожила знаменитая сказка Гофмана. Постановка будет интересна не только детям, но и взрослым, поскольку имеет философский подтекст. Мои верные други и братья, отважные солдаты, постоите ли вы за меня? Да, наш капитан, мы верны вам! За Щелкунчика! За Щелкунчика! На сцене классический сюжет. Таинственный подарок Дроссельмейера, сломанная игрушка и ночное сражение с мышиным королем. Образ заколдованного принца примерил на себя девятиклассник Адам Тибоев, а роль искренней и отважной Мари исполнила шестиклассница Виолетта Седубаева. О, прекрасная Мари, я никогда не забуду оказанные вами милость и заботу. Что-то будет! Ой-ой-ой! Неужели я погибну в рассвете лет? Неужели я погибну, такая нарядная и красивая кукла? Играю роль Мари. Никогда раньше не играла таких больших спектаклей. Мне очень сильно нравится общение всех других участников. Мне очень нравится эта роль. У меня роль Мари, той девочки, которая поверила Щелкунчику. Она очень добрая и интересная девочка. Я играю роль джентльмена, он участвует в где-то 3 сценках, то есть танцы с дамами. Роль достаточно, интересная, но она без слов. То есть мы участвуем, то есть относим что-то, танцуем, вот он главный герой. Я Щелкунчик, главный герой. Сама сценка сама называется «Щелкунчик». То есть я должен одолеть главного врага, главного героя тоже, мышиного короля. У меня был опыт, потому что когда я жил в Якутске, мама любила меня куда-то таскать, потому что у меня был что-то вроде таланта к литературе, и я участвовал
во многих спектаклях. Хотя сейчас это за долгое время это первый спектакль. Можно, кстати, сказать что-то про костюмы. У девочек они достаточно пышные, красивые, и понятно, кого любят больше. Интересный герой, мне нравится. В принципе, я считаю, мне подходит. Ну, довольно интересно. Это полководец, типа, у него своя армия. Вот такая роль. За внешней легкостью постановки недели репетиций и кропотливый труд. Школьники вместе с педагогами создавали декорации и подбирали костюмы, которые, кстати, по уровню исполнения не уступают профессиональным театральным. Нет, опыта не было, но мы буквально неделю назад, то есть на прошлую пятницу, мы тоже выступали в таких же ролях, в таких же платьях, и сложно не было. Так что то, что мы танцуем бал, тот же танец, так что нету даже никакого страха, уверенность в себе тоже есть. У меня есть опыт, так как раньше я очень часто выступала, я участвовала в театральном кружке, и от этого я уже натренированная, можно сказать. Мы танцуем дам придворных, мы должны танцевать бал. Мы как бы устроили бал в честь того, что родилась принцесса. И мы для этого пришли к королю и королеве, чтобы исполнить им бал и строить пир. В масштабном проекте задействованы десятки учеников всех возрастов. Несмотря на отсутствие большого сценического опыта, ребятам удалось передать главную мысль произведения. Смелость и доброта способны разрушить любые злые чары. Я играю оловянного солдатика. Роль мне очень нравится. Мы должны все сражаться с главным злодеем, это мышиный король. Роль мне очень нравится, и костюмы тоже. Костюмы тоже очень красивые. Мне очень нравится играть в спектаклях, и я бы хотел еще. Спектакль был очень красивый, крутой. И мне больше всего понравился спектакль, что как Щелкунчик и мышь подрались. И у нас очень хорошие ребята. Мне очень понравилось, как они костюмы подобрали. Талант юных артистов отметили и приглашенные гости. Среди тех, кто пришел поддержать школьников, представитель Общественной палаты Ингушетии во главе с Лейлой Амирхановой. Впервые участвую, мне очень нравится моя роль. Я играю в роли мыши. Очень мне нравится, много разных движений, необычного всего. У нас одинаковые роли. Я играю, в таком прям большом, я впервые, конечно, играю. Мне очень нравится то, что мы так решили все продумать, потому что обычно мы не делаем все так ярко, а сейчас резко прям решили все прям купить, все такое. Мне очень нравится то, что мы так затруднились с этим спектаклем, то, что всем так понравилось. Это, что еще сказать? Мне понравилось вот это, когда они подрались вот эти, с ножами. Щелкунчик и король мышины. Это было очень эпично и круто. Спектакль очень хороший, понравился мне очень. Громкие аплодисменты сверстников стали лучшим доказательством успеха. Для зрителей этот показ стал не просто школьным спектаклем, а настоящим путешествием в мир фантазии, доброты и красоты. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.